Согласно плану графика поэтапного повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел за 2020 год приобретено 49 единиц автотранспортных средств. Среди них патрульно-постовые машины марки «Лада», машины дежурной части УАЗ-Патриот, так называемые таблетки, также предназначены для дежурных частей, «Газели» премиум-класса для специального отдела быстрого реагирования, а также спецмашины для перевозки заключенных. Кроме того, на весь личный состав МВД было приобретено новое обмундирование. Президент Аслам Жания лично осмотрел обмундирование сотрудников МВД, а также новый автомобильный парк. Глава государства осмотрел автомобили как снаружи, так и внутри. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар рассказал президенту о характеристике и технических параметрах новых машин. Это две оперативные машины, когда выезжают в горную местность, и спецназ, и оперативный состав. А там чем вообще более-менее нормальный, надежный. Пришлось чуть поджать, но это российский автотранспорт, хороший новый модели. Это тоже в горорганах находятся, оперативные составы на них выезжают. 6-7 штук, да, них? Да, где много сел. Вообще когда-нибудь после войны единовременно такого количества транспорта? Нет, не закупалось. Нет. Единовременно нет. После осмотра автомобилей президент Аслам Жания в интервью журналистам сообщил, что получение новой техники стало возможным благодаря реализации одного из пунктов межгосударственного договора, в соответствии с которым МВД Абхазии оказана помощь со стороны России. В таком количестве материальная помощь ранее никогда не оказывалась. Президент также подчеркнул, что современные транспортные средства позволят сотрудникам внутренних дел должным образом исполнять свои служебные задачи. Не только в этом состоит помощь Российской Федерации, а еще и в том, что с прошлого года произошло существенное повышение заработной платы сотрудников Министерства внутренних дел. Это примерно заработная плата была увеличена на 75%. Это тоже в рамках большого договора реализуется один из его пунктов. Мы рассчитываем на то, что такая масштабная помощь со стороны государства правоохранительным органам в обязательном порядке выльется в иное качество работы. На самом деле эта помощь, она обоснована, она была необходима. Нужно и в дальнейшем помогать сотрудникам органов внутренних дел, но это движение должно быть двустороннее. Государство поддерживает, создает условия, качество работы становится более высоким. Я имею в виду обеспечение законных интересов наших граждан и в целом государства. По словам Аслана Жания, в органах внутренних дел пока не были проведены системные преобразования, но их готовят. И к будущему году в структурном и в организационном отношении будет иная структура, в отличие от нынешней. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что за 2021 год также ожидается получение еще около 70 единиц техники, а в 2022 году порядка 60 единиц. Материально-техническое обеспечение МВД в разы выросло. Помимо обмундирования автотранспорта приобретены спецсредства. Машины распределяются по районам. По горорганам мы будем распределять, уже большая часть распределена. Все имеют в достатке автотранспортные средства. Те, которые будут новые поступать сюда, они будут уходить в резерв Министерства внутренних дел и будут распределяться по мере необходимости. Самое главное сейчас мы хотим увеличить патрули на республиканской трассе. И, естественно, в горорганах, городах и в районах увеличились автотранспорты сотрудников органов внутренних дел. Повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел, как отметил президент Аслам Жания, является приоритетной задачей государства. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.